Лейла Горбакова, выпускница 2015 года. Окончив с отличием Саратовский институт, она вернулась на родину, уверенная, что полученные ею знания в Ингушетии обязательно пригодятся. И действительно, когда власти республики взялись за трудоустройство своих краснодипломников, в их списке оказалось и ее имя. Приятно быть замеченными, приятно, что нас поощряют, что поощряют хорошую учебу, что такие умы, я не постесняюсь называть умами нас, нужны нашей республике, потому что наша республика очень маленькая, мы все это знаем. И мы все впоследствии будем друг с другом взаимосвязаны, я имею в виду выпускников сегодняшнего дня. В каких бы структурах мы ни работали, мы все равно в дальнейшем будем сотрудничать друг с другом. Родители не скрывают свою радость за дочку. Как говорится, дети – это наше будущее, особенно когда они выпускники-отличники. В обстановке всеобщего мирового кризиса, когда и в нашем регионе особенно ощущается нехватка рабочих мест, это просто единственный шанс наших хороших, умных детей, наших самых одаренных, ингушских, смышленных от природы детей трудоустроить. Это большое благо не только для семей этих детей, для этих детей. Я думаю, что это хорошее дело для всей республики. Представители Министерства образования, медицины, финансов, Комитета по туризму, экологии и многих других органов власти собрались под крышей летнего амфитеатра в Насыркорте. Именно тут решалась судьба молодых специалистов. Кого-то ждет карьера в медицине, кого-то в школе, ведь у каждого краснодипломника своя профессия. Несмотря на трудную ситуацию в целом по стране, несмотря на то, что нет соответствующих рабочих мест в целом по стране, глава республики дал поручение по возможности трудоустроить лучших выпускников нашей республики. Работать во благо своей республики – это ответственное дело. Работодатели знают своих будущих подчиненных в лицо. Например, Юсуп Зурабов взял в свой фонд поддержки предпринимательства сразу 3 выпускниц-краснодипломниц. Любой патриот республики, любой болеющий за республику человек должен своих талантливых ребят удерживать у себя. Да, конечно, хорошо, когда они работают в других субъектах Российской Федерации, но мне приятно, что эти ребята нашли именно применение у себя здесь, в республике. Затем, как обладатели красных дипломов становятся обладателями сертификатов на работу, наблюдал глава региона Юнусбек Евкуров. Он поздравил всех выпускников, которые сегодня шагнут в новую для себя жизнь с новыми правами и обязанностями. Сейчас, дорогие дети, вы делаете первый шаг к самостоятельной работе. Поэтому, конечно, бесспорно зависит от вас многое, как вы будете работать. Как я всегда говорил, буду говорить, надо всегда стремиться работать на час больше. И в этом случае у вас всегда есть шанс быть лучше среди своих сверстников. Заурбек Яндиев – один из тех, кто с нетерпением ждет оглашения списка рабочих мест. Молодой человек окончил Национальный исследовательский технологический университет в Москве по профессии горный инженер. Кстати, он единственный ингуш, окончив этот вуз с красным дипломом. Мы не должны думать, что мы учимся на отлично, заканчиваем, да, что мы приедем и что нас не трудоустроят, что мы должны искать эту работу. Люди тут годами ждут, вот мои братья, например, годами ждали, тоже заканчивали на хорошо, отлично. А сейчас такая программа, что вот я вот приехал и буквально через месяц уже, по воле Аллаха, устроен на работу. И вот долгожданный момент. Заурбек получает место в Республиканском комитете экологии. Всего в этот день новые рабочие места обрели более 40 выпускников-отличников. В ближайшие дни они приступят к своим новым обязанностям. И, возможно, однажды, став большими начальниками, сами будут брать к себе на работу вчерашних студентов с красными дипломами. Руслан Албогачиев, Рамзан Мержоев. Новости 24.